Доброго времени суток. Сегодня 11 июня. Чемпионат республики Саха-Якутия по легкой атлетике, который является вторым отборочным стартом к 8-м спортивным играм народов республики Саха-Якутия, которые будут проходить 5 по 10 июля в селе Баругонцы у Салданского улуса. И сейчас вот спортсмены готовятся к старту. Под номером 150 Артур Бурсев, Усалданский улус, под номером 900 Драгунов Константин, Мегина Кангаласский улус, 335 Степанов Дмитрий, второй призер прошлого года, беги на 10 тысяч метров спартакиады Монтяры, которые проходили в Бердигостяке, и чемпион спортивных игр 2014 года Намсах на дистанции 10 тысяч метров. Под номером 41 Исаков Василий. Под номером 100 Василий Спиридонов. 136 номер Зыков Леонид, Хангаласский улус. Под номером 200 Василий Лукин, Тераптинский улус. Сейчас судейская бригада берут тех участников, которые будут следить прохождение кругов. Вот такой стадион Туймада имени Николая Николаевича Тарского, основоположника спортивного движения нашей республики. Этот стадион был построен в 1996 году первым международным спортивным играм «Дети Азии». Построили это, если я не ошибаюсь, турецкая строительная компания «Сула». И стадион вмещает, по-моему, 18 тысяч посадочных мест. На этом стадионе проходили международные игры «Дети Азии». Первые в 1996 году, вторые 2000 год, 2004 год, 2008 год, 2012 год, 2016 год. Ну и ввиду того, что коронавирус помешал, в 2020 году должны были провести Монголии сначала, но потом монголы отказались. Ну и вообще и коронавирус помешал, и все спортивные мероприятия были закрыты. И в этом году «Дети Азии» летние будут принимать Владивосток. Впервые международные игры «Дети Азии» будут проходить за пределами Республики Саха-Якутия. Основные кандидаты на победу — это Бурсев Артур, Усалданский улус, Драгунов Константин, под номером 900 Степанов Дмитрий, 335 номер. Вот эта тройка будет. Но здесь не бежит Александр Маеда, Копырин Николай. Они уже получили свои путевки на 8-е спортивные игры Баругонцы, поэтому решили этот старт пропустить. Возможно, кто-то из них выйдет завтра на дистанции 5000 метров. Сегодня первый день соревнований, 9 часов утра. По программе начинают 10 тысяч метров среди мужчин, затем будут бежать 5000 метров среди женщин. Вчера был дождь, прохладная такая погода была, ну а сегодня намного лучше стало. Стартером работает Ильин Степан, кандидат в мастера спорта, экс-рекордсмен Республики Саха-Якутия по бегу на 60 метров. Итак, дан старт, 25 кругов, 400 метров один круг, и спортсменам предстоит бежать 25 кругов.
Вперед бег повел Драгунов Константин, Мегана Кангаласский улус. Константин Драгунов вот недавно в Владивостоке выиграл чемпионат Дальнего Востока и Сибири с результатом 14 минут 51 секунду на дистанции 5000 метров. С декабря по июнь был на сборах в Киргизии, в Кисловодске. Тренируется под руководством заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира, победительницы ультрамарафонов «Два океана» и Комрадс Татьяны Юрьевны Жирковой. Сейчас вот Татьяна Юрьевна следит за ходом борьбы вместе со своим воспитанником Дилус Елисеев. Так, первый круг уже Артур Бурсев, наверное, настроился на то, чтобы просто получить путевку, пока не спешит. А Костя Драгунов уже сделал отрыв где-то порядка 40 метров. Костя, пошли кругом кана насты. Константин Драгунов первый круг пробежал за минуты 12 секунд. Ну, сейчас я попробую пересесть на велосипед, если это мне удастся, потому что по стадиону снимать немножко затруднительно. Тем более я снимаю на телефон, это не фотокамера или видеокамера, зум слабый, поэтому попробую сейчас пересесть на велосипед и попробую, что из этого выйдет. Очень надеюсь на то, что будет лучше, чем стоять на одном месте. Итак, Драгунов Константин второй круг заканчивает. Первый круг был минута 12 секунд. Он уже бежит на результат, ни на кого не смотрит. 2000 года рождения, сам уроженец село Хатылы Черепчинского улуса. Ну и вот остальная группа тоже лидеров во главе Артуром Бурцевым, Дмитрий Степанов, Леонид Зыков и Василий Лукин. По результатам двух стартов, те, которые попадут в 16 лучших, попадут в финальную часть спортивных игр народов республики. А те, которые займут 17 и далее места, их результаты будут в дальнейшем тоже зафиксированы. Очки будут начисляться до 20 какого-то места, наверное. Так, сейчас попробую Костя Драгунову. Костя уже ни на кого не смотрит, бежит на какой-то определенный результат. Уже примерно порядка 90 метров оторвался Костя. Артур Бурцев на второй позиции, Дмитрий Степанов и Леонид Зыков на третьей, четвертой позиции. За ними бежит на пятой позиции Василий Лукин, Черепчинский улус.
Так, в этой группе бежит Василий Исаков. На остальных спортсменов, к сожалению, не знаю. К сожалению, полностью по кругу ехать мне не разрешает, поэтому приходится снимать где-то вот так вот. Буду в радиусе 300 метров. Где-то буду навстречу ехать. Постараюсь где-то ехать наравне с лидерами. В прошлом году на спартакиаде Мончары в Бердигостяхе 10 тысяч метров и 5 тысяч метров выиграл Артур Бурцев, Усалданский улус. Ошибаюсь, Николай Копырин выиграл 10 тысяч метров. Артур Бурцев не бежал 10 тысяч метров, он бежал 5 тысяч метров. За команду Усалданского тогда бежал молодой перспективный спортсмен Мирослав Бурнушов. Вы, наверное, никогда не видели, чтобы оператор снимал на встрече. Ну, мне так приходится, потому что дали бы возможность проехать по всему, по всей дорожке. Я бы так и сделал. Сейчас я попробую. Артур Бурцев прилетел вчера с Санкт-Петербурга, или позавчера, да. Многократный уже чемпион спартакиад Мончары, спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Рекорд Республики Саха-Якутии равен 29 минут 01 секунда и 35 сотых. Был установлен в далеком 2009 году. Кузьма Татаринов, обладатель этого рекорда. Если не ошибаюсь, это был чемпионат России в городе Челябинске. Но я чувствую, что даже ездя на велосипеде оказывается тяжело угнаться за лидерами. Ну, разбирать чего есть. Хотел взять на прокат как он называется, электросамокат, но он, во-первых, очень дорогостоящий, а во-вторых, мне тут подсказали, что ездить на электросамокате и одной рукой держать руль, а другой рукой камеру, это будет намного затруднительно. Я подумал, может, одолжу велосипед и попробую это снимать. Ну, что из этого получится, я потом уже, когда на камеру посмотрю второй раз, пойму, стоит ли так делать. В Баргонцах надо будет что-то такое придумать. Оказывается, снимать марафоны, пробеги
намного лучше. Там человек уже едет по асфальту, уже можешь где угодно, рядом с лидерами. А тут на стадионе бывает, что где-то порядка 300 метров едешь туда-сюда. Поэтому есть какая-то неудобность. Василий Спиридонов был чемпионом России на дистанции 100 километров. Это вторая лидирующая группа. Василий Лукин уже присоединился к этой группе. Так как Константин Драгунов уже намного оторвался. Но сейчас у Артура Бурцева, наверное, стоит задача просто получить путевку. А у Константина Драгунова тренер Татьяна Юрьевна, может, поставила другую задачу — бежать на результат. Возможно, еще вчера мне сказали, после спортивных игр народов республики будет какой-то или чемпионат России, ну или какой-то другой старт. Возможно, они планируют туда, поэтому Константину Драгунову надо бежать, попробовать свои силы, бежать на результат. Он населен в 2005 году выполнит норматив кандидата в мастера спорта. И на тренировку он бежал 8:39, 3 километра. Как он вчера сказал, ему надо бежать 8:30, чтобы выполнить норму кандидата в мастера спорта. Опять же, чтобы меня не ругали, разворачиваюсь. Следующий круг попробую снять другую группу лидеров. На второй позиции держится Артур Бурцев, а за третье место будет интересная борьба, потому что два терапинских представителя, Дмитрий Степанов и Василий Лукин, они вот бегут вместе. На пятой позиции Зыков Леонид, Хангаласский улус. Но Зыков Леонид, он вчера сказал, что у него была травма ноги на сборах в Кисловодске. Поэтому сбор получился, грубо говоря, не выполненной задачей, потому что он на сборах не имел возможности тренироваться в полную силу. Это очень обидно. По себе знаю, что у меня когда-то был такой момент. Выехал на сборы, а там травму получил, и было очень обидно. Ну и затратно, с другой стороны. Немножко хочу рассказать историю спортивных игр. Впервые, тогда еще назывались сельские спортивные игры, они проходили в 1980 году, когда проводились Олимпийские игры в Москве. Правительство, руководство нашей республики решили организовать у себя тоже спортивные игры. И тогда они назывались сельские спортивные игры. Тогда республика наша не называлась Саха-Якутия, как сейчас, а Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. И вот тогда впервые был проведен такой сейчас уже масштабный старт. И с того момента каждые 4 года, как на Олимпийских играх, проводятся эти игры. Вот. Два представителя Терапинского улуса, Дмитрий Степанов и Василий Лукин, борются за третье место. Но Василий Лукин, он известен как марафонец,
двукратный победитель экстремального марафона Альмеконском Улусе. А Дмитрий Степанов, он выигрывал спортивные игры. Вот в качестве помощницы выступает пятикратная чемпионка России по марафонскому бегу, мастер спорта международного класса Сардана Трофимова. Мелькнула на ваших экранах. Надеюсь, по марафону темп будет намного ниже. Вот Драгунов Константин уже настигает некоторых спортсменов на круг. Бежит на результат, как я заранее говорил. Пока спортсмены бегут, я попробую, может, сейчас подойти к именитым спортсменам, в том числе многократный чемпион и спортивных игр народов республики, и спартакиад Манчары Гаврил Нахтунский здесь следит за ходом соревнований. Так, Артур Бурсов тоже приближается к тем, кто борется за второе место, а именно Степанова Дмитрий и Василий Лукину. Сейчас отрыв от Константина Драгунова составляет 55 метров. Itu kau coba kan aja deh. Macam juga apa tadi? Сейчас немножко изменилась ситуация, потому что отрыв Константина Драгунова от Артура Бурсева был порядка 90 метров. Ну а сейчас уже Артур Бурсев уже включился и уже приближается к лидеру Константину Драгунову. Вот Гаврил Нахтунский, многократный чемпион спортивных игр и спартакиад Манчары, мастер спорта Республики России, рекордсмен Республики Саха-Якутия по марафонскому бегу. Его результат 2 часа 18 минут 14 секунд. Живая легенда якутского спорта Василий Спиридонов. Так, сейчас отрыв от Константина Драгунова и Артура Бурсева составляет где-то порядка чуть больше 30 метров. Наверное, Артур Бурсев уже сейчас включится, настигнет, возможно, в сторону финиша. Спортсменам дует в лицо ветер. Так, а тем временем Константин Драгунов обогнал спортсменов, которые ведут борьбу за третье место. А именно сейчас за третье место сейчас бегут два спортсмена, представителя Чарапинского улуса, Василий Лукин и Дмитрий Степанов. Так, Дмитрий Степанов сейчас держится на 4-й позиции. Отрыв от Василия Лукина где-то составляет уже чуть больше 10 метров. Сейчас я узнаю первую половину, если они пробежали. Без километров косики на касте? 15 результат на пятерке
у лидера соревнований Константина Драгунова был 15 минут 51 секунда. Сейчас уже Артур Бурцев уже начинает догонять, потому что отрыв уже составляет где-то около 20 метров, мне кажется. Ну, к этим спортсменам в спортивных играх еще добавится Николай Копырин, 99-го года рождения, чемпион спартакиады Манчары прошлого года Бердигостяхи. Тогда, как я уже сказал, Артур Бурцев не бежал десятку, он бежал пятерку, выиграл. И так вот, возможно сказать, кульминационный момент, когда Артур Бурцев уже почти настигает, уже отрыв меньше 10 метров составляет. Наверное, мне так все-таки снимать лучше, наверное. Подскажите, зрители, как вам? Бывает такое, когда снимаешь и говоришь, очень часто допускаешь ошибки и спортсменов, чьи фамилии, имена, ну, просто говоря, обычные фамилии, когда наоборот затруднительно, а те имена, фамилии, когда редкие, памяти лучше как бы. И вот Артур Бурцев уже догнал Константина Драгунова и выходит в лидеры. Ну, сейчас задача Константина Драгунова держаться за Артуром. В Владивостоке, как я уже раньше говорил, Константин Драгунов стал чемпионом Дальнего Востока. Сибири я неправильно сказал, тогда чемпионат Дальнего Востока. И тогда он выиграл 5000 метров с результатом 14 минут 51 секунду. Сейчас, несмотря на то, что оборудовано много и стадионов, и спортивных площадок, и манежей в разных регионах России, я от тренеров, от знакомых слышу, что сейчас молодежь уже избирательно выбирает те виды спорта, которые, ну, в коммерческом плане, возможно, более интересны. Такие виды спорта, как хоккей, футбол, игровые виды спорта. А вот бегать на длинные дистанции, марафоны, нынешней молодежи не очень охотно идут. Хотя, говорят, очень много талантливых ребят есть, но они сидят за компьютером и не хотят проливать пот. Раньше на Дальнем Востоке очень хорошие спортсмены были, участники с Хабаровска, участник Кубка Европы, и, по-моему, даже Кубка мира, Андрей Кузнецов, победитель бостонского марафона среди ветеранов. Он потом перебрался в Соединенные Штаты Америки. И он становился еще чемпионом Советского Союза тогдашнего. В последующем Сергей Шаломеев тоже за Хабаровск выступал. Алексей Хохлов, мастер спорта России, тоже очень здоровый. Руслан Девулин, Приморского края. Ну и много. Сергей Саяпин. Третьим идет бежит Лукин Василий. Но много спортсменов было, которые занимали лидирующие позиции в российских чемпионатах и международных стартах. Михаил Жданов, некоторых вот, забыл, тоже с Комсомольска на Амуре. Очень много хороших перспективных спортсменов было.
И сейчас вот Артур Бурцев уже оторвался от Константина Драгунова где-то уже около 50 метров. Сейчас попробую пойти на финишный створ. Посмотрю, сколько кругов осталось. Ну, эти старты будут интересны тем, что, как я слышал, Сардана Трофимова решила на этих соревнованиях, вернее, спортивных играх барагонцы, бежать дистанцию 5000 метров и 3000 метров. Это очень отрадно, потому что на дистанции 5000 метров и 3000 метров у нас будет хорошая борьба между Натальей Леонтьевой, Сарданой Трофимовой. В эту борьбу включится Изабелла Борисова. Она в прошлом году стала 2 раза серебряной призеркой. И вот много операторов. Надежда будет, мастер спорта России, многократная участница чемпионата России по марафонскому бегу. А вот это сама легенда нашего спорта, якутской легкой атлетики, Татьяна Юрьевна Жиркова. Следит за ходом соревнований. Василий Спиридонов. Василий Лукин на 3-й позиции. И недалеко от него Дмитрий Степанов. Так, у нас идет уборная борьба за 3-е место. Да, за 3-е место. И Между ними отрыв небольшой. В принципе, Дмитрию Степанову просим по силам, участников не сопровождать болельщики, догнать. болеем, не сопровождаем. Ну а здесь вот сидят тоже ярые болельщики. Серафим Татаринов, усалданская команда. Зрителей мало. Надеемся, что в барагонцах будет намного больше. Это наша якутская олимпиада. И хочу вернуться к истории спортивных игр. В 80-м, как я сказал, в селе Майя проводились первые спортивные игры, сельские игры. Затем 84 год они проводились в село Намсы, Намского улуса. 88 год поселок Покровск принимал. В 92 году 4-е сельские спортивные игры проводились в селе Чурапча, Чурапчинского улуса. Тогда 10 тысяч метров и 5 тысяч метров выиграл Гаврил Нахтунский. В 96 году барагонцы принимала. Тогда они были переименованы Спартакиада народов Республики Саха-Якутия. Уже не сельские, а и города стали участниками этого крупного мероприятия. В 96 году 10 тысяч метров и 5 тысяч метров выиграл Артур Феопанов, представитель Чурапчинского улуса. В 2000 году очередные вторые спартакиада народов Республики Саха-Якутия проводились в поселке Покровск. Тоже во второй раз. Где 10 тысяч метров выиграл Василий Ильин, а 5 тысяч метров, если не ошибаюсь, Монастырев Илья. В 2003 году очередные третьи спартакиада проходила в селе Хандыга Тампонского улуса, где 10 тысяч метров в возрасте 46 лет выиграл Гаврил Нахтунский. Второе место занял мастер спорта международного класса Николай Бускаров, Верхневилийский улус.
убегает, старается. Так, опять 1000 метров. Если мне не изменяет память. Последний круг. Последний круг Артуру Бурцеву. По-моему, выиграл Иван Варламов 2003 год, а 2006 год выигрывал обе стайерские дистанции Кузьма Татаринов. Он был тогда в расцвете сил. Следующие игры проходили 2010 года в поселке Олекминск. Олекминске тоже Кузьма Татаринов выиграл 2 дистанции. Затем проводились в 2014 году, во второй раз принималось село Намсы. И в 2018 году из-за наводнения 7-е спортивные игры были перенесены на следующий год. И в 2019 году принимало у себя село Амга Амгинского улуса. И вот очень тоже кульминационный момент. Дмитрий Степанов уже очень-очень близко подходит к Василию Лукину. И Артур Бурцев финиширует, можно сказать, уже в гордом одиночестве и выиграл чемпионат Республики Саха-Якутия на дистанции 10 000 метров. Тем самым сделал верную заявку. Он сам выступает за команду Ушалданского улуса. И раньше в интервью он говорил, что закончит выступление 2022 года. Но надеемся и верим, что он продолжит, возможно, поменяет свою Так, и Константин Драгунов. Мегина Кангаласский улус заканчивает дистанции на 2-м месте, завоевав серебряную медаль чемпионата Республики Саха-Якутия на дистанции 10 000 метров. Вот Татьяна Юрьевна Жиркова подбадривает своего подопечного. А за 3 место сейчас, вот сейчас уже, возможно, все решится на финише. За 3-е место идет последний круг у них. Вот за 3-е место будет очень интересная борьба. Уже 2 спортсменов. Дмитрий Степанов догнал Василия Лукина. Но сейчас пока Василий Лукин держится еще. Теперь Василий Лукин вышел. Вот будет интересная борьба за 3-е место. Да, 4-е место, как вы знаете, в спорте самое обидное место. И Василий Лукин, хотя Дмитрий Степанов тоже подхватил рывок Василия Лукина, и все решится на последних метрах, наверное. Спортсменам осталось меньше 200 метров. За 3-е место идет упорная борьба. Вот будет сейчас борьба. Оба представители одной команды Черепчинского улуса. И Василий Лукин пока выходит первым, но бурный финиш. Сейчас решится все на последних метрах. Василий Лукин побегу уже не отдаст. Финиширует Василий Лукин. 4-е место занимает у нас Дмитрий Степанов. Да. Вот они. Третий призер чемпионата Республики Саха-Якутия по легкой атлетике Василий Лукин, представитель Черепчинского улуса. Дмитрий Степанов занял обидное 4-е место. Была очень интересная борьба за 3-е место. Сейчас я попробую. Артур, поздравляю очередной победой. Поделись своими эмоциями. Спасибо. Как прошел бег? Сегодня было тяжеловато. Когда прилетел? Вчера. Э, Может из-за этого, а может. Еще не готов. Ну, еще месяц есть до старта. Ага. Поэтому с Улусом общался, с Голустаном. Ага. Насчет
Он же 25 мая 31-33 сбегал. Ага. Вот на него ориентировался. Ага. Чуть-чуть не хватит. Но думаю, через месяц с ним самое интересное будет. Ага. Реванш он хочет, наверное. Да, да. Оп-оп-оп-оп. В прошлом году он в Бердигасях, ага, было, чуть-чуть было. Ага. В этот раз надо аккуратно будет. А, Буду лучше готовиться. А. Плюс это дома соревнования, поэтому кровь из носа надо выиграть. Да, дома и стены помогают. И Ну, там столько родственников приедет поболеть. это точно, что ты в этом году решил закончить с бегом? Или может еще что-то изменится? Я думал, что я давно закончу с бегом, но я что-то бегаю. Не знаю. Ну, пока выигрываешь, еще можно бегать, наверное. Да, пока выиграю, буду еще бегать. А, Поэтому побегаем. Потом по ветеранам буду бегать. по ветеранам. А, С молодыми уже все, сложно соперничать, а вот с ветеранами можно. а. Каждый буду там самый молодой. Самый молодой ветеран. Ладно, Все, давай. спасибо. Василий Спиридонов много раз выступал за команду российской сборной на чемпионатах Европы и России, мира. Василий Исаков под номером 41, травмированный, тоже мучается. Ну а сейчас, после завершения этого, будет интересный забег, где будет участвовать, наверное, Сардана Трофимова. Ну, пока я точной информацией не владею, но думаю, что Сардана Трофимов выйдет на старт 5000 метров, потому что на марафон точно не бежит. Изабелла Борисова здесь присутствует, но пока еще неизвестно. Она в прошлых соревнованиях открытого чемпионата города Якутска выиграла дистанцию 5000 метров с результатом, по-моему, 17:59. В прошлом году она становилась серебряной призеркой спартакиады Мончары с результатом 17 минут 31 секунду. Но сейчас самые интересные соревнования нас ждут в Барагонцах. Там, наверное, будет намного интереснее. Конкуренция вырастет. Вот как сейчас Артур Бурцев сказал, еще месяц. Надо к этому уже подготовиться серьезно. Настроен на результат Елисеева Дилустана. Елисеев Дилустан на открытом чемпионате города Якутска выиграл дистанцию 10 тысяч метров с результатом 31 минуту 33 секунды. Второе место занял Николай Копырин, 31 и 39 секунд, если не ошибаюсь. Ну и третье время показал Маеда Александр, 31 минуту 44 секунды. Это вот три спортсмена впервые в истории легкой атлетики нашей республики выбежали из 32 минут. Такого никогда еще не было в истории спорта нашей республики. Представитель Ленинского УЗа номер 76. Да, я пока выключаюсь, потом включусь, когда женщина начнет дистанцию 5000 метров. Пока.